На телеканале Якутия-24 программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Добрый вечер, смотрите сегодня. Прокуратура даст оценку. В Якутске организовали проверку по факту возгорания школьного автобуса в селе Пригородное. Вакцинация продолжается. Сколько доз поступило в Якутию и сколько процентов использовано? На страже закона сотрудники органов следствия отмечают профессиональный праздник, сюжеты из Мирного и Нерюнгри. Праздник спорта, первенство и чемпионат России по кикбоксингу торжественно открыли сегодня в Якутске. Долг Родине. По стране стартовала весенняя призывная кампания. Репортаж из Алдана. Всемирный день тенниса. Как развивается этот вид спорта у нас в республике? Проверку по факту возгорания школьного автобуса в селе Пригородное организовали в столице. Прокуратура даст оценку соблюдению требований о безопасности перевозки детей, его соответствия установленным техническим требованиям. Следователи таким образом установят причины возгорания и обстоятельства случившегося. Автобус состоит на балансе МУП «Епак», где также будет проведена служебная проверка. Напомним, что школьный автобус загорелся в пригороде столицы. Он доставлял детей в 12-ю школу Якутска. После обнаружения огня немедленно эвакуировали всех 16 детей и двоих сопровождающих взрослых. В итоге пострадавших нет. На место тут же прибыли бригада скорой помощи и представители перевозчика. Дети прибыли в школу в итоге пешком под присмотром сопровождающих. В 16 часов по местному времени сегодня зафиксирован обрыв магистральной линии связи на участке Нижний Бестях-Майя в Мегино-Кангаласском районе. Бригада прибыла на место повреждения через час. Сейчас специалисты занимаются восстановительными работами. Абоненты Ленского, Вилюйского и Мирнинского района временно переведены на радиорелейную линию связи, а жителям Амгинского района доступны услуги стационарного телефона. Абоненты переведены на спутниковый канал. Предварительное время восстановления будет известно позже. Михаил Мишустин призвал не допустить ухудшения ситуации с распространением коронавируса в России. По словам премьер-министра, ситуация с коронавирусом в стране стабильна несколько недель подряд, хотя в Европе и Азии, в других странах уже объявлена третья волна пандемии. Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране, сказал премьер-министр. Как отметил Мишустин, снижение заболеваемости COVID-19 в России не происходит. Вирус еще не отступил, сказал глава Кабинета министров. Тем временем, по информации Оперштаба, за сутки по Якутии выявили 28 новых случаев заражения COVID-19. Из них в Якутске 19 случаев. Еще в 8 районах заболели по одному человеку. В Якутии продолжается активная вакцинация населения. Проводят в 44 медицинских организациях, в которых развернуто 156 пунктов. Созданы также 110 мобильных бригад. В республику поступило всего 100 912 доз вакцин с начала прививочной кампании. Использовано более 62% от общего числа поступившего в регион препарата. К 2022 году в Центре паллиативной помощи будет увеличено количество коек-мест до 50. Об этом говорится в указе главы Якутии о стратегических направлениях укрепления здоровья жителей республики. В данный момент в паллиативном центре, который располагается в поселке Кангаласы, из 30 коек уже заняты 27. Пациенты учреждения в большинстве случаев, к сожалению, неизлечимы. Но благодаря специалистам и работникам люди могут хоть как-то абстрагироваться от своих тяжелых болезней. Указ предусматривает о том, чтобы мы должны расширить в целом службу паллиативной помощи в республике, в том числе в городе Якутске, расширить до 50 коек отделение паллиативной медпомощи, в том числе еще 30 коек хосписной помощи. И, к сожалению, тенденция к этому заболеваемость
связанное значит, с увеличением заболеваемости среди населения, тоже растет. К другим темам Республиканский фонд защиты прав дольщиков приобрел права и обязанности застройщика банкрота Черов ИК. В список объектов, которые будут достраиваться при содействии фонда, вошли два многоквартирных объекта. Это блоки Г1 и Г2 в микрорайоне Ильинка в Якутске. Кроме того, в список попал еще один недостроенный объект компании «Монолит-строй», находящийся на улице Автодорожная. В теме разбиралась наш корреспондент Ульяна Шагина. В конце 2000-х годов на карте Якутска появился новый микрорайон Ильинка. Именно здесь начали появляться первые дома с индивидуальным газовым отоплением, что в разы сокращало ежемесячные жилищно-коммунальные расходы. Наверное, этот факт привлек многих людей. И как бонус – экологически чистый тихий район. Почти 8 лет назад, приобретая квартиру для престарелой матери в этом районе, Елена Иннокентьевна и не думала, что юбилейный подарок от детей обернется в многолетнюю борьбу за свои права. Думали, 75 лет ей будет, мы как подарок ей, дети, квартиру подарим, да, и на старости лет она будет жить в новой, благоустроенной квартире. А получилось, что мы ждем уже 8 лет. Ей уже 81 год, она все ждет. А вот и тот дом, в котором Елена Иннокентьевна приобрела однокомнатную квартиру, точнее сваи. Кстати, выплатила всю сумму сразу, вступив в долевое участие. Строительство 32-квартирного объекта началось в далеком 2013-м компанией «Черов ИК». Ждали, что через год объект закончат. Но ВОЗ и ныне там. Сегодня готовность объекта составляет всего 5%. Много очень пожилых дольщиков, да, сулусов, с нашей республики. Они внесли, некоторые даже в кредит, в ипотеку залезли. И они оплачивают за несуществующее жилье, получается, да? Но обанкротившаяся сегодня строительная компания «Черов ИК» успела оставить без крыши над головой более 100 человек. Все недостроенные объекты находятся рядом друг с другом. Если бы были достроены в свое время, здесь бы получился уютный микрорайон. В микрорайоне сегодня недостроенными остались всего 4 32-квартирных объекта. По двум из них уже принято решение о выплате компенсации дольщикам, а оставшиеся два объекта переданы на достройку региональному фонду защиты прав дольщиков. Достраиваться будут блоки Г1 и Г2. Срок, установленный законом на достройку, 3 года. Но в фонде заверили, что этот процесс, возможно, будет ускорен. Главное – пройти всю бумажную волокиту, в том числе и обследование фундамента этих заброшенных объектов. После этого будет проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации, и уже надеемся, что в начале следующего года мы уже приступим к процедурам отбора, конкурсного отбора подрядчика. Пока работа идет, обманутые дольщики ждут. Фонд для них сегодня последняя надежда наконец вселиться в свои квартиры. Параллельно ведутся мероприятия и по выплате компенсации по другим объектам. Всего их в республиканском реестре 4. На все эти цели из федерального бюджета регион привлечет порядка $500 миллиарда рублей. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск. В Ленске до сих пор не решена проблема вывоза бытовых отходов. Напомним, мусорный коллапс начался еще в начале года, когда наполненные баки не вывозили месяц. Только в феврале региональный оператор приступил к работе, в марте ситуация стабилизировалась. Сейчас же проблема повторяется. Если в некоторых дворах отходы вывозят, то в других подойти к контейнерам все сложнее, горы мусора растут. Их не вывозят по несколько дней, жалуются жители Ленска. Я, если честно, вообще не заметил, что его убирают, мусор. Его не видно просто-напросто. Куча снега, куча навального всего. Может быть, у них какие-то причины. Транспорт на ремонте стоит или обслуживание. Но город уже давно не вывозит мусор. Деньги дерут, а убирать не убирают полностью. Вот я на набережной живу, ну сейчас вот приехала машина, я шла сюда. А как часто у вас вывозят мусор? Ой, ну вот до этого вот каждый день вывозили. А тут опять что-то началось, это вообще уже. 3 дачных автобусных маршрута возобновят движение в столице республики в конце апреля. Об этом сообщил директор ЕПАК Валерий Домотов. В данное время планируют добавить дополнительные утренние рейсы в Кангаласы. С конца апреля возобновятся дачные сезонные маршруты номер 121, 123 и 125. Также по запросу Республиканского оперативного штаба перевозка медработников, задействованных в борьбе с коронавирусом, продолжится до 30 апреля.
По информации Союза авто, санобработку городских автобусов проводят регулярно. Так, с 26 марта по 5 апреля проверено 175 автобусов, из них 156 в удовлетворительном состоянии, а 19 автобусов в неудовлетворительном. Один автобус был даже снят с маршрута за антисанитарию. Сегодня отмечается 58-я годовщина со дня образования следственных органов внутренних дел. Наш корреспондент Ирина Кичигина встретилась с сотрудниками отдела МВД по Нерюнгринскому району. Расследование уголовного дела – процесс очень сложный. Работа следственных органов строится не только на расследовании уголовных дел, но и на взаимодействии с другими подразделениями, такими как уголовный розыск, участковые уполномоченные. То есть результат складывается из общей работы всех подразделений. Понимаете, вот раскрытие и расследование преступлений, вот как для меня, это творчество коллективное, именно творческая работа. Следователь, оперуполномоченный, они работают в паре. Как бы каждый занимается своим делом, своим направлением деятельности, но результат у нас должен быть один. Следователь должен много знать, много уметь, постоянно совершенствоваться. Это усидчивость, ну и, наверное, все-таки гибкость и, конечно, еще быть немножечко психологом, потому что работа с людьми, то есть она неразрывно связана, а это самая трудная работа. История нерюнгринского следствия, как и всей милиции, неразрывно связана с рождением и дальнейшим развитием города якутских угольщиков. Первым следователем, созданного в 1975 году Нерюнгринского ГУВД, стал выпускник Саратовской школы милиции Виталий Иванович Кононенко, а первым начальником в 1976 назначен Велиахметов Олег Михайлович. Сегодня в слаженном и дружном коллективе следственного отдела работают высококвалифицированные следователи. Не забывается и вклад ветеранов в развитие органов предварительного следствия. Служение закону и народу, верность долгу объединяет все поколения следователей. В связи с этим хотелось поздравить бы ветеранов. Несмотря на то, что уже многие из них уехали из нашего города, мы их помним, мы ими гордимся. Конечно, хотелось поздравить бы и действующий состав, несмотря на то, что это молодые, активные ребята, да, они выбрали эту работу, хоть и в ущерб своей личной жизни. Всех с праздником! Спасибо за все, что вы делаете для своей профессии. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем всегда оставаться верными профессии, с легкостью решать поставленные задачи и стойко преодолевать трудности. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нерюнгри. Сотрудники органов следствия отмечают свой профессиональный праздник повсеместно. Герой следующего сюжета Оксана Ефремова, старший следователь в Мирнинском районе. Внимание! Следственная оперативная группа на выезд! Следственная оперативная группа на выезд! За плечами хрупкой женщины десятки раскрытых уголовных дел и 17 лет работы в полиции. Идеалом и примером подражания для Оксаны Владимировны стала ее тетя, всю жизнь проработавшая в правоохранительных органах. Окончив юридический институт, девушка 3 года отработала дознавателем, а после и по сегодняшний день Оксана Ефремова трудится в органах следствия. Работа следователя заключается в добросовестном отношении к уголовному делу, в справедливом, чтобы вина была доказана, собраны были все доказательства по уголовному делу, допрошены были все лица. И по результатам всех доказательств принято законно обоснованное решение. Это направление уголовного дела либо в суд, либо, если отсутствие состава преступления, то прекращение данного уголовного дела. Оксана Ефремова работает в Мирном на протяжении 5 лет. Ранее служила на родине, в Алтайском крае. По приезду в Мирный раскрыла серьезное дело о наркосбывателе. У задержанного было изъято тяжелое наркотическое средство – героин, причем в большом объеме. Вот здесь в гараже он фасовал. Вот сюда у него выход в курятник, и вот здесь в курятнике была изъята банка с героином. Вот здесь была банка с героином изъята. Собрав все доказательства, допросив всех людей, установив все обстоятельства, уголовное дело было направлено в суд. И лицо, конечно, был вынесен обвинительный приговор, лицо понесло наказание. В настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы. Со слов Оксаны Ефремовой, крепким фундаментом и закалкой в непростой профессии стало ее спортивное прошлое. Еще в юности Оксана стала мастером спорта по фехтованию, выиграв чемпионат России. Настойчивость, целеустремленность. Когда ты расследуешь дело,
Ведь от следователя зависит, какое направление он выберет, как он будет расследовать дело, как он будет вести допрос, как он будет устанавливать, добывать доказательства какие бы. И вот эти все направления мне, конечно, помогает мое занятие вот в моей детстве, юности, это спорт. По опыту старшего следователя, жителей Мирнинского района отличает чрезвычайная доверчивость. За последние 3 месяца ущерб от мошенничества составил 14 миллионов рублей. В основном население попадается на так называемый звонок из банка, следом купля-продажа в интернете, а также набирают обороты лжеброкеры. Не пытаются ни проверить данную информацию, ничего, и сообщают кода различные, и деньги списываются. Это вот сильно бросается, конечно, доброта, порядочность, честность людей. Раскрытие уголовных дел – это командная работа. Сегодня на вооружении правоохранительных органов есть все. Обширные базы данных, оснащенные лабораторией. Но в основе следствия все же стоит человек – следователь. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. По стране стартовала весенняя призывная кампания. Как и в прошлом году, призыв ведут с соблюдением всех мер безопасности. Из Алданского района в ряды вооруженных сил отправится порядка 70 новобранцев. Сюжет Татьяны Вахниной. Офтальмолог, стоматолог, психиатр, лор-врач, хирург. Прием идет по-военному четко. На медкомиссию в военкомат явились первые призывники. В обязательном порядке будущие новобранцы получают прививки от пневмонии и менингита. Настроение хорошее у меня. Пришел сегодня, надо посмотреться, пообследоваться. Повестки, обязывающие явиться в военкомат, в Алданском районе получили более 200 юношей. В ряды вооруженных сил планируется направить порядка 3 новобранцев. Весной 2021-го призыв станет более массовым, нежели осенью и год назад. Да, у нас повестки получило более 210 человек. И вооруженные силы планируем отправить больше 70 человек. Больше в этот раз людей, чем даже в тот весенний призыв. Там у нас было около 60. К наиболее распространенным среди молодежи недугам врачи относят заболевания костной системы, близорукость и болезни желудочно-кишечного тракта, а также психические расстройства. Состояние здоровья порой оставляет желать лучшего, а вот психологическая готовность к службе в армии сомнений не вызывает. Всех, получается, врачей пошел, настрой, пойти в армию, конечно же. Масочный режим, соблюдение дистанции не менее 1,5 метров. Призыв, как и в предыдущие кампании, проходит с соблюдением мер безопасности. Во избежание толчей явки в военкомат малочисленные. В первый день на комиссию явились 20 юношей. Организован в соответствии с указаниями командующего округа, с указаниями военного комиссара республики, соблюдением всех требований безопасности в обязательном порядке. И с выполнением тех нормативных требований по призыву, которые нам установлены. Призывная кампания продлится до 15 июля, а первые призывники отправятся к местам службы уже через несколько недель. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Ученики начальных классов школы номер 2 в Ленске вернулись в свой корпус. Больше года они обучались в здании большой школы, пока шел ремонт. Сюжет Анны Кожевниковой. Наша школа просто супер, наша школа просто класс. Мы хотели бы поздравить с праздником всех вас. Торжественная линейка в начальной школе номер 2 ознаменовала открытие здания. Больше года проходила реконструкция этого корпуса. На все работы ушло 46 миллионов рублей. Их выделили из бюджета районной администрации. Полностью заменили канализационную систему, внутри провели перепланировку и капремонт. Построили за 400 с лишним дней. Конечно, большая сумма ушла финансов, но хочу сказать спасибо администрации Ленского района, подрядчикам, ОКСу, управление капитального строительства. Между левым и правым крылом раньше не было прохода. По пожарной безопасности так не положено. Поэтому появился сплошной коридор. А в дополнение новые кабинеты. Обновленные, светлые. На 3-м этаже просторная рекреация, где можно отдохнуть на перемене. Такие преобразования оценили и дети, и родители. Школа целая уютная, светлая. Мы очень рады. Нам, конечно, осталось немножко здесь. Мы 4 класс, заключительный уже. Но дети рады, да. Там новые парты, новые кабинеты информатики. Очень красивые, и рекреация. Все, что светло, красиво, уютно. Конечно, такой ремонт – большой подарок учителям. Ведь куда приятнее сеять доброе и светлое в комфортных условиях с современным оснащением.
Мы очень рады, мы очень счастливы, что ждали очень долго это событие. Наконец-то оно свершилось. Мы вернули свои родные пенаты. Школа наша преобразилась. Появилось очень много новых кабинетов. Они по новым стандартам сделаны. И кабинет информатики у нас очень хороший, спортзал. И все вот эти кабинеты, они созданы для благополучного, для успешного обучения наших ребятишек. А маленькие хозяева пока только осматриваются. Им нравится все от цвета стен до встроенных шкафчиков в кабинетах. Сделали нам шкафчик в стене, вместо того, как у нас там тумбочка стояла. Когда проходишь по школе, прям такие эмоции, как будто ты попал в какую-то другую страну. Такая яркая стала, красивая очень. Хочется в такой школе учиться? Да, очень хочется. Конечно, жалко, что мы только 2 месяца поучимся, но и то очень рада, то, что мы хотя бы 2 месяца, но поучимся. В такой школе, как отметили ученики, возрастает желание учиться лучше и получать 5. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В столице региона в торговом центре «Апельсин» в эти дни работает ярмарка белорусской и российской обуви. Подробнее в следующем сюжете. На ярмарке сегодня представлен практически весь сезонный ряд, начиная от зимнего, заканчивая летним. Самое главное, что представленная обувь подойдет для людей с широкими ногами, которым трудно подобрать обувь не только по размеру, но и по фасону. У нас идет актуальность на широкую ногу для людей, в основном пенсионеров, в возрасте уже мужчин и женщин. На широкую ногу с ортопедической стелькой, обувь мягкая для проблемных ног. Кожаная, то есть есть 2 варианта, это российского производства, заводского, и белорусского. Размерный ряд женской обуви от 36 до 43 размера, мужской вплоть до 49. По словам продавцов, пока в наличии весь размерный ряд, но, как и в прошлый раз, актуальные размеры раскупают обычно в первые дни. Обувь у нас очень удобная, мягкая, можно рассмотреть вот эту модель. Эта модель идет с застежками, очень удобные, мягкие, гнутся. Ценовая политика у нас идет от 1400 до 5000 рублей. Есть прессованная кожа, привозим российскую и белорусскую обувь. Белорусская у нас кожа идет, а российская прессованная кожа. Ярмарка белорусской обуви здесь будет работать вплоть до 16 апреля. Кому сложно подобрать обувь из-за своих физиологических особенностей, вас приглашают посетить эту ярмарку. Возможно, именно здесь вы найдете ту самую обувь для своих ног. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. Первенство и чемпионат России по кикбоксингу торжественно открыли сегодня в Якутске. На масштабный праздник спорта собрались около 380 спортсменов, также тренеры и делегаты из 40 регионов страны, представители спортивного сообщества республики и ассоциации кикбоксинга страны, также поклонники этого вида спорта. На вечере вспомнили именитых спортсменов, которые написали свои имена золотыми буквами в истории, стояли у истоков развития кикбоксинга. Пожелали также удачи и красивых побед спортсменам. Чемпионаты первенства России проходят в Якутии. Впервые турнир продолжится до 10 апреля. На данном чемпионате России спортсмены К1, 6 весовых категорий, 3 мужские весовые, 3 женские весовые, смогут поехать на чемпионат мира, который пройдет чуть позже, осенью этого года. Страна на данный момент не выбрана, она будет определена 17 апреля. Сегодня отмечается Всемирный день тенниса. Как отмечают эту дату профессионалы и любители этого вида спорта, и как развивается настольный теннис в Якутии в последние годы. Сюжет Дмитрия Тымырова. История развития настольного тенниса в его современном виде началась около 600 лет назад. За это время игра прошла путь от народной забавы, в которую играли чем придется, до соревнований олимпийского уровня с четко определенными правилами. Как рассказал 4-кратный чемпион Дальнего Востока и 8-кратный чемпион республики Василий, для масштабного развития тенниса в Якутии нужна массовая заинтересованность. И не только. Настольный теннис очень популярный вид спорта в странах Азии, в Китае, Японии, Корее. У них везде стоят, в каждом парке стоят, столы стоят, в каждой школе столы. Урок настольного тенниса в школах есть.
Вот у них началось все от массовости началось, потом уже перешло в качество. Ага. Нам тоже надо массовость развить у нас сначала в республике, что в каждой школе стол стоял, вот в парках тоже пожилые люди и молодые, и дети все играли в настольный теннис, чтобы была заинтересованность настольным теннисом. У Василия уже появились свои последователи, которые в дальнейшем хотят связать свою жизнь с теннисом. Как правило, многих из них на спортивную секцию привели родители. В целом, в Якутии данный вид спорта, можно сказать, что только начинает развиваться. Но уже, как рассказали начинающие теннисисты, спортивных планов много. Настольный теннис выбрали по разным причинам. Я выбрал теннис, потому что он развивает скорость реакции. Мне нравится в него играть, потому что эта игра происходит очень быстро, не как все другие спорты. Но на следующий год я хочу поехать на Россию и показать себя. Я хочу участвовать в дальневосточных турнирах, но я там участвую. Но у меня есть цель занять хоть какое-нибудь место призовое. Скоро у меня в воскресенье уже будет соревнование в Хангаласском улусе. Я уже готовлюсь. Потом скоро 11 апреля тоже будет соревнование в командных играх. Благодаря настольному теннису я приобрел хорошую реакцию, быстро соображаю, классный вид спорта, люблю, тренируюсь. У нас в республике настольный теннис пользуется популярностью не только среди детей, но и среди пожилого населения, так как благодаря ему можно улучшить не только свои физические качества, но и память. А уже этим летом в специализированном спортивном лагере республики пройдут сборы лучших теннисистов республики для подготовки к всероссийским турнирам по настольному теннису. Алексей Лукьяненко, Григорий Николаев, Якутск. Таковы итоги дня сегодня. Смотрите и оставайтесь на канале Якутия 24 и будьте всегда в курсе.